На этой машине весной и летом волонтеры спасали бишкекчан. Когда пациенты уже не могли дышать сами, а попасть в больницу не получалось из-за нехватки мест, добровольцы им везли кислородные концентраторы. Волонтеры спешили по вызовам, чтобы помочь и с лекарствами. Таких машин у Центра инициативной молодежи 126. Сегодня каждая из них уже гораздо лучше приспособлена к оказанию помощи. К примеру, прямо в ней можно подключить электропитание к кислородному концентратору. У нас мобильные группы, готовые, специально оборудованы такими инверторами. Сюда можно будет подключать кислородные концентраторы. И вот такие вот машины мы помогаем врачам с транспортировкой. Специальные вот такие наклейки обклеили, подготовили, чтобы когда нас сопровождает сотрудник УПСМ, чтобы они, в принципе, понимали, да, то, что здесь именно пациент. В самый трудный период эпидемии с конца июня до начала августа 200 человек работали в 2 смены, не покладая рук, чтобы довести нуждающихся до больницы. В тот злополучный июль около 400 вызовов поступало круглосуточно. В регионах тоже созданы свои мобильные группы. Все наготове, в курсе прогнозов эпидемиологов. Волонтеров как по Бишкеку, так и по всей стране очень много. Как они говорят, если ухудшится эпидситуация, а ожидается это уже в октябре, то они сразу объявят сбор средств. А так волонтеры всегда на старте. Волонтеры показывают то, что у них имеется со времени первой волны COVID-19. Концентраторы, которые предоставляли болеющим коронавирусом, кислородные подушки. Осталось немало респираторных масок, СИЗы, в целости и сохранности пульсоксиметры. Все по коробкам. Если эпидситуация ухудшится, все это волонтеры снова будут предоставлять нуждающимся. Будут подмогой медикам. Защитные. Мы эти оставили специально, тоже есть какая-то информация, то, что будет еще вторая волна, вот мы для этих оставили. То есть у нас еще остались по чуть-чуть лекарства, СИЗы. Сколько в этих коробках разных медицинских изделий неизвестно. Как говорят волонтеры, они еще не проводили инвентаризацию. Мы находимся в одном из ангаров департамента лекарственных средств. Здесь хранятся коробки со средствами индивидуальной защиты, масками, кислородными концентраторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и многим другим. Словом, все то, что за последние месяцы нам прислали доноры. Это, например, гуманитарная помощь из Турции. Гумпомощь хранится в 2 ангарах. На коробках нарисованы флаги стран-отправителей – Казахстан, Китай, Россия. По словам заместителя директора департамента, начиная с мая, практически каждый день в Кыргызстан доставляли такие посылки из порядка 50 стран. Это маски. Не маски, а это для взятия вот этого. Пробы, да, износа. Пробы, да. А на мясе флаконы хранится в холодильнике. На другом складе хранится то, что закупили по линии Фонда обязательного медицинского страхования. Антисептики, маски и лекарства, в основном антикоагулянты, которые летом были в остром дефиците. Когда граждане сутками напролет колесили по городу, от аптеки к аптеке в поисках жизненно важных кроверазжижающих препаратов, антибиотиков, витамина С. С ночи дежурили у их дверей, скандалили в очередях, чтобы урвать для своего близкого, находящегося в тяжелом состоянии, коробочку с ампулами. Гал здесь идет, линезолит здесь, надропарин есть, эпискум, вот этот гумпомощь, вот эта первая часть, задняя сторона закуп. А здесь вот гепарин в количестве. Вот этот мы вчера только получили из Кувейта.
Не придется ли вновь гражданам бегать по складам и аптекам в поисках этих медикаментов? Как уверяет заместитель директора департамента лекарственных средств Руслан Акматов, этих препаратов в стране сейчас достаточно. Фармацевтические компании тоже их уже успели закупить в достаточном объеме. Даже не прочь отправить часть партии назад поставщикам. Ведь сейчас уже такой потребности, как летом, нет. Никто особо их и не покупает. Однако запрет на вывоз из Кыргызстана этой категории медикаментов, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, все еще не отменен. По моим сведениям, сейчас у нас по республике в остатке есть около 170 тысяч гепарина, где-то 80 тысяч упаковок кликсана. Приказом Министерства здравоохранения, значит, все организации здравоохранения сейчас имеют большой запас, не менее 3-месячный запас. Это первое. Средства индивидуальной защиты, туда входят комбинезоны, маски, респираторы, защитные очки, защитные экраны. Также в большом количестве были до этого распределены медицинские изделия, это ИВЛ, концентраторы. В конце июля глава Кабмина заявлял, что в лечебных учреждениях страны на тот момент уже имелось около 4,5 тысяч кислородных концентраторов. Это те, что за период эпидемии уже были закуплены и Минздравом, и переданы в качестве гумпомощи, и куплены самими гражданами на собранные средства. Кроме тех аппаратов ИВЛ, что были в больницах еще до эпидемии, а это 570 штук, потребность была еще в 220. Получить дополнительно впоследствии удалось еще 176. Однако, как показала практика, нужды в них было куда меньше, чем в концентраторах. Сегодня дополнительные единицы медтехники на всякий случай лежат еще на складе. Это 700 кислородных концентраторов, 445 штук оксигенераторов, 31 стационарный аппарат ИВЛ. Гумпомощь доноры присылают и сейчас. Через неделю ожидают поставок из Кореи и Китая. Теперь главное, чтобы в стране хватало врачей, знающих, как лечить и готовых работать с риском для жизни. Анастасия Соболева, Сардар Аширбаев, НТС.